На прошлой неделе в Министерстве иностранных дел Республики Абхазия состоялись обмен ратификационными грамотами и подписание протокола об обмене грамотами о ратификации соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанного в Москве 27 сентября 2022 года, ратифицированного Народным собранием парламентом Республики Абхазия 30 декабря 2022 года и Федеральным собранием Российской Федерации 10 июля 2023 года. Документ подписали министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барциц и чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Шургалин. Сообщается, что соглашение вступает в силу в день обмена ратификационными грамотами, то есть 25 апреля 2025 года. Как заявил министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц в интервью нашему телеканалу, согласно этим договоренностям, российская сторона будет предоставлять лицам, состоящим в гражданстве Республики Абхазия и достигшим 18 лет, право обратиться в установленном порядке за получением гражданства Российской Федерации. Отметим, что перечень документов, необходимых для приобретения гражданства Российской Федерации, будет установлен в соответствии с указом президента Российской Федерации. Также министр отметил, что это соглашение регулирует правоотношения граждан Абхазии, которые уже обладают российским гражданством. К другим темам. Довольно любопытное интервью изданию Евразия Дейли дал армянский политолог Давид Петросян. В нем он коснулся темы происходящих изменений в мировой геополитике, ситуации в регионе Закавказья, армяно-азербайджанских отношений и так далее. По сути, считает политолог, в мире идет Третья мировая война, а любая война, по его мнению, это результат брака в работе политиков той или иной страны, который обычно не может быть односторонним. Центрами этой войны Петросян назвал 3 кризиса на Украине, ближневосточный и еще один потенциальный вокруг Тайваня. Эти 3 центральных кризиса предварялись и сопровождаются рядом более локальных, 2 из которых затронули и регион Закавказья, Южную Осетию, Абхазию и Арцах, Нагорный Карабах, считает эксперт. По мнению армянского политолога, нынешняя мировая война закончится тем, что первое, будут внесены изменения в глобальные мировые структуры и правила игры. К примеру, будет расширен состав постоянных членов Совета Безопасности ООН. Не обязательно, что новые постоянные члены при этом получат право вето и будут внесены коррективы в Бреттон-Вудскую систему. И второе, в глобальном мире возрастает место и влияние условного Востока, то есть период западного доминирования закончится, уверен политолог. Наступит период паритета между Западом и Востоком, причем и тот, и другой будут неоднородны. Они будут не только соперничать, но и сотрудничать, уверен Петросян. В этой связи эксперт говорит об особом, довольно сложном положении малых народов. Цитата. Договоренности по 2 вышеупомянутым пунктам между крупными игроками постепенно стабилизируют систему международных отношений. Этот нелегкий период будет очень непросто пережить малым странам. Тем не менее, надеюсь, что крупные игроки правильно поймут интересы и значимость малых стран и поддержат их суверенитет, территориальную целостность и безопасность, отмечает Петросян. Регион Закавказья, считает политолог, следует рассматривать прежде всего как важный коммуникационный узел, связывающий западные и восточные страны через Центральную Азию. В этом контексте крупные игроки заинтересованы в том, чтобы в регионе был мир и стабильность. Если говорить о новой администрации США, то создается впечатление, что ее внимание сейчас сконцентрировано на других проблемах, которые считаются куда более первоочередными. Например, конфликт на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, переговоры с Ираном, переговоры по тарифам с Евросоюзом, Китаем и прочих. Поэтому, как мне представляется, политика США в регионе вряд ли изменится, по крайней мере, до конца этого года. Между тем, региональные игроки имеют здесь свои цели, отмечает Давид Петросян. Говоря о роли Турции, эксперт заметил следующее. Для Турции Закавказье сегодня не имеет такого значения, как это было несколько лет назад. Азербайджан и Грузия, по его мнению, являются военно-политическими союзниками Турции. В настоящее время турецкая дипломатия и элита решают иные задачи, которые представляются куда более важными для Анкары. В частности, мы видим вовлеченность Турции в сирийский
европейские дела и резкий рост турецкого влияния в этой стране. На Ближнем Среднем Востоке для Турции создались новые возможности для расширения своего влияния, то есть стать одним из центров силы во всем этом регионе. В последние годы под руководством Эрдогана Анкара проводит такую политику на стратегическом уровне, которая преследует цель сделать Турцию одним из центров силы не только в регионе, но и в мире. Конец цитаты. Оценивая влияние России в регионе, политолог отметил, что после ухода армян из Арцаха многое поменялось. Цитата. Что касается России, то после исхода армянского населения из Арцаха осенью 2023 года Москва утеряла важный рычаг влияния в регионе. Тем не менее, границы Армении с Ираном и Турцией по-прежнему успешно охраняют российские пограничники. В Гюмри и Ереване размещены подразделения 102-й российской базы. Но в глазах определенной части армян сегодня Россия союзник Азербайджана и важный экономический и политический партнер Турции, хотя ее экономическое влияние на этот конкретный регион все еще очень существенно, отмечает эксперт.